Покупали мы их на обычном рынке у обычных продавцов, и когда они узнали, что эти галоши будут подарены нашим мэрам, нам их отдали бесплатно. Сказали, передайте им огромный привет. Золотые калоши – такой подарок со смыслом решили сделать мэру Абакана активисты Хакассии. Они уверяют, этой весной дороги и тротуары республиканского центра больше напоминают озера, так что без резиновой обуви не обойтись. Но градоначальнику негоже разгуливать в калошах обычных, ему по должности подойдут только золотые. Мы всю зиму просили, ребята, обратите внимание, много снега, снег надо вывозить, улицы надо чистить. Это чисто реакция на бардак в городе. Мэру подарок не понравился. Из-за золотой антипремии он выходить отказался, списав лужи и грязь на обычные весенние явления. Вместе с тем на обочинах Абакана до сих пор тают горы снега, которые в том числе разрушают асфальт. Но коммунальщики, похоже, взаимосвязи не замечают. В соседнем Иркутске также без дорожных сюрпризов не обошлось. Здесь с наступлением тепла растворился наноасфальт. Хотя коммунальщики заверяли, покрытие продержится несколько лет. До этого лет 5 это копилось, износ асфальтобетона, а вот он дает о себе знать. И плюс к тому, что была зима аномально снежная, а асфальт боится влаги, вода попадает в щелки, а ночью бывает минус, и она рвет асфальт. Порванный асфальт по всему Иркутску. Автолюбители даже прозвали городские трассы дорогами кошмаров. Коммунальщики обещают все исправить и уже взялись класть асфальт прямо в луже. Насколько хватит такого ремонта – большой вопрос. У нас есть для этого специальные службы, которые обязаны этим, насколько я понимаю, заниматься. А они этим не занимаются. Налоги наши уходят, а куда уходят, тоже непонятно. Тонет сегодня и Бурятия. Весенние ручьи активно заливают дороги и обочины Улан-Удэ. Пешеходные дорожки и лестницы превратились в фонтаны. Но местных жителей такие метаморфозы совсем не радуют. Ну это разве можно вот такая вот лужина? А там не убирается. Вот это можно было зимой снег убрать. Кто ответственен за эти потопы, возмущенные жители не знают. А нет официальных жалоб, значит и не будет наказанных. Что касается дырявых дорог, то в ряде сибирских городов в этом году сократили финансирование ремонтных работ. Так в Красноярске бюджет срезан сразу в 6 раз. Братску в Иркутской области и вовсе отказано в средствах на капремонт трасс. Сергей Чудинов, Марина Мышко. Настоящее время.